Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Спустя 30 лет со дня убийства Юрия Николаевича Воронова к его могиле возложили цветы руководство страны, общественность и школьники. Более 2 миллионов рублей собрало сообщество водителей трансфера для семей пропавших без вести бойцов Абхазской армии. Национальная картинная галерея получила в дар отреставрированное масштабное полотно Владимира Бернадина под названием «Выжить». В Сухуми почтили память Юрия Николаевича Воронова, выдающегося ученого, кавказоведа, одного из лидеров национально-освободительного движения абхазского народа. Видного государственного и общественного деятеля не стало ровно 30 лет назад, когда он был хладнокровно убит на пороге своей квартиры. 30 лет прошло с того дня, как Юрия Воронова не стало. Ежегодно к его могиле в одном из красивейших парков столицы приходят люди, чтобы поклониться памяти патриота и настоящего сына Апсны. В церемонии возложения приняли участие вице-президент Беслан Бегвава, премьер-министр Владимир Делба, руководитель администрации президента Беслан Эшба, депутаты парламента, ученые, представители общественности, школьники. Гибель выдающегося абхазского деятеля стала тяжелой утратой для всей республики. Воронов был и остается одним из главных символов независимости и победы. Сегодня мы вспоминаем великого абхазского сына Юрия Николаевича Воронова. Он прошел трудный и славный путь. Его путь тяжело не оценить в становлении нашей страны, в становлении современного абхазского государства. Он был не только политический деятель, он также был и ученым, который был признан международным сообществом. В этот день мне, конечно же, хочется пожелать его семье долгих лет, здоровья. А Юрий Николаевич всегда останется в наших сердцах добрым, светлым человеком, который сделал очень многое для того, чтобы мы сегодня были самостоятельными и наше государство развивалось. В 1991 году Воронов стал депутатом Верховного Совета Абхазии. Позже возглавил комиссию по правам человека и межнациональным отношениям. Во время Отечественной войны народа Абхазии он фактически руководил информационной борьбой, стараясь донести правду о войне за пределы республики. Жизнь Юрия Воронова трагически оборвалась 11 сентября 1995 года, когда он был убит на пороге собственного дома. Народ Абхазии с благодарностью вспоминает замечательного человека, блестящего ученого и борца за свободу республики и бережно относится к его бесценному научному наследию. В тот трагический день, 11 сентября, была в городе. Это очень тяжелый для семьи Вороновых день. 30 лет назад Юрий Николаевич был зверски убит на пороге своей квартиры. Взрывы гранатомета просто прозвучали, прогремели на весь город и отозвались болью в сердце народа Абхазии. Он жил, работал и боролся пером, словом и делом на благо отчизны. И благодарный народ Абхазии назвал одну из центральных улиц столицы его именем. Светлая память незабвенному и верному сыну Абхазии и светлая память всем отдавшим жизнь за счастье и народа Абхазии. Юрий Воронов – автор около 500 научных работ и в том числе 50 монографий. Он один из основных авторов пособия по истории Абхазии, выдержавшего 2 издания в 1991 и 1993 годах. Награжден орденом Ахиц-Апша первой степени, посмертно, и рядом других высоких правительственных наград. Юрия Николаевича не стало в 54 года. Айлита Аручнян, Рамукамке, Абхазское телевидение. Соглашение о сотрудничестве подписали министр культуры Абхазии Даур Ков и министр культуры России Ольга Любимова на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге. Документ открывает новые горизонты для культурного взаимодействия и укрепления дружеских отношений между странами. Также будет подписан меморандум о сотрудничестве Агентства стратегических инициатив.
Абхазия на 2026-2028 год. Inside is the program of cooperation between the Ministry of Culture of the Russian Federation and the Ministry of Culture of the Republic of Abkhazia for 2026-2028. Уважаемые министры, просьба наклониться к Гости и участники форума – деятели мировой культуры, режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме планируется выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы будет организовано 11 тематических секций, включая новую – художественное образование. В одной из панельных дискуссий форума выступил генеральный директор Русдрама Ираклий Хиндба. После дискуссии Ираклий Хиндба поделился впечатлениями и рассказал о своем выступлении. На форуме мы обсуждали и обсуждаем те вопросы культурного сотрудничества, которые сегодня стоят в повестке дня российско-абхазских отношений. Это сотрудничество в театральной сфере, это сотрудничество культурно-гуманитарное в более широком формате. Сегодня, на самом деле, очень много проектов реализуется совместных, и очень важно, чтобы была для них должная культурная основа для этих проектов. И я очень рад, что есть возможность с коллегами, коллег здесь на самом деле очень много, тех, кого я хорошо знаю, с кем мы взаимодействуем все многие годы. Это руководители театральных вузов, это художественные руководители, директора театров, это министры культуры субъектов Российской Федерации, это руководство Федерального министерства культуры. Вот очень хорошо, что можно собраться в одном месте и обсудить те вопросы, которые нам помогут двигаться дальше. Потому что, как я уже говорил, во взаимодействии с российской культурой и театр Абхазии, в целом культура Абхазии могут укрепляться и развиваться. Мы для этого здесь. Национальная картинная галерея получила в дар картину Владимира Бернадина под названием «Выжить». О том, кто подарил картину и как она попала в руки меценатов, в материале Налы Чхинджери. Ценная вещь, которая была найдена на Сухумском рынке, обрела новый дом. Теперь картина известного советского художника Владимира Бернадина будет храниться в Национальной картинной галерее Абхазии. Такой скромный подарок решили сделать предприниматель Илана Джопуа, ее супруг. Подарок принимал директор галереи Сурам Сакания. Благодаря нашим гражданам мы сегодня получаем одну из немногих работ, наверняка, которая сохранилась, скажем, да, вот из живописи. Вот, пожалуйста, значит, очень интересная тематика на религиозную тему, на, значит, духовную тему. И очень рады, что мы получили такую вот работу. С большим удовольствием мы принимаем, говоря большое спасибо. Илана Джопуа и ее супруг всегда в поисках чего-то необычного. Они любят охотиться за эксклюзивными вещами и уникальными предметами. Как-то раз, прогуливаясь по Сухумскому рынку в местах, где люди покупают старые вещи, Илана наткнулась на необычно сложенный конверт в виде большой книги. Приоткрыв его, она обнаружила картину советского художника Владимира Бернадина. Развернули, оказалась работа. Я даже не знала, что у нас был такой художник. Не задумываясь, что что-то можно с ним сделать, просто забрала. А потом как-то так закрутилось, завертелось, семейно приняли решение. Ну, сперва погуглила, конечно, посмотрели, кто он был, кем он являлся. Отправили в музей Ковалева в Краснодар. 8 месяцев продолжались реставрационные работы. Ну, как вы видите, отлично справились. Не раздумываясь, решили, то есть после вот событий, которые у нас произошли, трагические, работы у нас уже не осталось. И было принято решение семейно подарить эту работу нашей галерее. Владимир Бернадин жил и творил в Абхазии. Как у любого почетного художника, у него было немало работ. Его принимали как скульптора, знали и как живописца. Основная тема его творчества – лирические акварельные пейзажи, портреты известных людей культуры и политики. А также Бернадин писал большеформатные исторические полотна.
За 40 лет творческой деятельности им создано много великолепных работ, разнообразных по тематике, технике исполнения, экспериментальных по своему характеру. Его произведения проникнуты лиризмом, любовью к человеку. «Выжить» – именно так называется подаренная картинной галерея «Полотно». Длина чуть больше 2 метров. На картине изображен человек, который несет на своей спине большой крест, а за ним толпа идущих людей. Так художник Бернадин раскрывал религиозную тему. Что касается самой темы картины, она совершенно очевидна, что это религиозная тема. Крест – это судьба каждого человека. И все обстоятельства жизненные, которые мы все несем, символизирует эта картина. Ты идешь под этой тяжестью, но ты идешь, и это очень символично, потому что у каждого человека своя судьба, своя жизнь. И мой крест никто не может понести, только я. И твой также, только ты. Здесь, конечно, символика очень такая прям в глаза бросающая. Это жизнь людей. Спасибо огромное людям, которые сделали такой дар нашей галереи. На самом деле это было бы очень хорошо, если этот прецедент бы повторился и не раз, и тогда бы мы опять по крупицам бы что-то собрали. В пожаре 2024 года несколько работ Бернадина сгорели, но есть и уцелевшие. Теперь в хранилище появилась еще одна его работа, которая до недавнего времени была утеряна. Я надеюсь на наших граждан, которые имеют возможность, которые могли бы пополнить нашу галерею, где бы они ни были, наши компании, кто бы чем бы ни занимался здесь, в Абхазии. Я призываю всех, если у них есть возможность приобретать движимые объекты культурного наследия, приносить сюда и пополнять нашу коллекцию. Полотно, которое называется «Выжить», выжило благодаря неравнодушным людям. Точно так же возродится и Национальная галерея, передавая культурное наследие нашей страны следующим поколениям. Налач Хинджерия, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Руслана Кокоскерия утвердили в должности директора национальной транспортной компании «Турист». Ранее, во время проверки компании, он был временно отстранен от занимаемой должности. Были проверены водители автобусов, сам транспорт, финансовые потоки РУПа. По итогам проверки замечаний нет. Министр туризма Астамур Улугуа поблагодарил сотрудников МВД за проделанную работу. Министерство туризма провело ряд мероприятий, было несколько выездов совместно с Министерством внутренних дел. Также в проверке участвовало Министерство туризма и непосредственно отдел контроля. По факту проверки мы подготовили предложение, есть над чем поработать. В целом по предложению никаких замечаний нету. В целом по проверке, по положительный результат хочется отметить работу руководства РУП НТК «Турист». Сейчас подробно в письменном виде мы вам все доложим, покажем. Есть что обсудить, прошу приступить к работе. Я очень надеюсь, что мы выстроим так работу, чтобы нашим гостям, прибывающим в Абхазию, было комфортно и удобно, чтобы наши граждане видели, что национальная туристическая компания работает абсолютно прозрачно, четко. Руслан Львович, вы в рекламе не нуждаетесь, но все же я хочу отдельно вас поблагодарить за ту работу, которую вы проводите на протяжении многих лет. Мы должны быть честны и откровенны. Не всегда государство успевает поддержать такого рода компании. Но вы знаете, что мы сейчас, наоборот, хотим привлечь максимальное количество людей для того, чтобы наша национальная туристическая компания была успешна. Собираемся заключать договора с крупными туроператорами, чтобы через нас работали, в том числе в Абхазии. Это не отменяет работу и с другими частными компаниями, но мы сейчас говорим о нашей подведомственной национальной туристической компании.
Все, что касается поддержки со стороны Министерства туризма, она будет оказываться всегда, во всем. И я очень надеюсь, что наши показатели будут совершенно другими. И качество обслуживания не то, что не упадет, а оно только возрастет. Специалисты управления капитального строительства обследовали проблемный участок в поселке Каштаг Гулрыбского района. После ливня 9 сентября поселок Каштаг был серьезно подтоплен. Вода стояла даже на центральной трассе, затопив ряд домовладений. По поручению президента Бадры Гунба на место выехал начальник УКС Демир Гамисоня. В ходе обхода была выявлена самая слабая точка – это отсутствие выхода в море той воды, которая скапливается рядом с полотном железной дороги. 9 сентября текущего года в поселке Каштаг произошло подтопление от сильных ливневых дождей. Сегодня мы с главой администрации Гулрыбского района осмотрели прилегающую территорию к данной проблеме. Значит, проблема носит системный характер. Это уже не первый год, когда происходят такого рода катаклизмы. И в ходе обхода, значит, была выявлена самая слабая точка, скажем так. Это отсутствие выхода в море той воды, которая скапливается рядом с полотном железной дороги. Сейчас мы со специалистами осмотрели данную проблему, изучили ее. Будем принимать решения технические, которые позволят максимально снизить уровень подтопления граждан, но при этом есть, значит, опасения, связанные с тем, что над ливневыми коллекторами уже осуществлены строительные работы, жители осуществили самострой, который очень серьезно создает проблемы для выхода воды. Вот, соответственно, данные вопросы тоже будем обсуждать, в том числе с жителями, и в ближайшее время разработаем проект и сметную документацию, которая позволит максимально снизить возможность подтопления данного участка. Более 2 миллионов рублей собрано в этом году в рамках благотворительной акции, проводимой сообществом водителей трансфера Республики Абхазия в партнерстве с республиканским движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» при поддержке Министерства туризма. В преддверии 32-й годовщины Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии средства распределили между семьями пропавших без вести бойцов абхазской армии. Сообщество проводит данную акцию с 2021 года. На протяжении этих лет помощь получают ветераны войны и их семьи. В первую очередь хочу выразить благодарность за эту инициативу, так как действительно Отечественная война народа Абхазии является трагической страницей в нашей истории, и мы все без исключения обязаны чтить и помнить всех участников этой войны, без вести пропавших. Вот, на самом деле то геройство и мужество, которое проявили эти люди, мы должны рассказывать нашим поколениям и показывать то, как надо любить свою родину, как надо любить свою страну. Они отдали свои жизни для того, чтобы сегодняшние поколения могли жить. И всем тем, кто организовывает подобного рода акции, мероприятия, хочу выразить огромную благодарность, так как это является неотъемлемой частью того, чтобы мы не забывали то геройство, которое было проявлено в те времена. Краснодарский аэропорт открылся впервые с начала СВО. 11 сентября в 9:00 воздушная гавань возобновила работу, сообщили в Минтрассе России. Первый регулярный рейс в Краснодар выполнит Аэрофлот из Москвы 17 сентября. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. В пятницу, 12 сентября, в Абхазии ожидается облачность с прояснениями. Погода до полудня. Местами возможны кратковременные осадки, гроза. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 20-25 градусов. Температура морской воды плюс 24. А на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.